В эфире новости, в студии Петр Васильев. Здравствуйте, коротко о темах. В Якутии начались субсидируемые авиаперевозки по 14 арктическим маршрутам. Новым требованием становится предъявление ID жителей республики. В этом году в Якутии в рамках программы социальной газификации планируется подключить к газу 1500 домовладений. Работа охватит как столицу, так и районы республики. «Мама, папа, я» – военно-спортивная семья. В Хангаласском районе прошел региональный этап всероссийской игры «Семейные зорницы». С 15 июня в Якутии региональные авиакомпании начинают субсидируемые авиаперевозки по 14 арктическим межрайонным маршрутам. Перевозки будут осуществляться из Батагая, Белой горы, Жиганска, Ленькаса, Скалаха, Тикси, Усть-Куйги, Хануда, Якутской и обратно. Новым требованием становится предъявление ID жителей республики. Эта мера направлена на исключение злоупотреблений и адресное предоставление господдержки. Дети до 6 лет освобождаются от необходимости предъявлять карту жителя. Также вводятся и новые условия. Устанавливается квота поездок на одного человека в год, согласно которой пассажир имеет право на оформление одного билета туда и одного билета обратно, либо 2 билетов в одном направлении. В Ултумене обсудили финансовое положение арктических районов в связи с дефицитом бюджета этого года. Суммарная нехватка средств – 3 миллиарда 700 миллионов рублей. В основном это на ЖКХ и зарплаты. Главы районов сообщили о росте тарифов, долгах и кассовых разрывах из-за изменения порядка перечисления дотаций. Министерство финансов республики призвало районы оперативно представлять планы оздоровления финансов, предупредив о сокращении поддержки в 2027 году в случае их непринятия или неисполнения. Депутаты потребовали от правительства исполнить обязательства перед Арктикой и включить в рекомендации муниципального часа конкретные требования к Кабмину с указанием сроков. Хотя бы вот те решения, которые сегодня есть, они как минимум должны все исполняться. И мы знаем, что в Арктике уже специалистов мало, мы знаем, что есть кадровый голод везде, жителей с каждым годом все меньше и меньше. Вот в таких условиях мы особо должны поддерживать Арктику, чтобы люди там оставались жить, развиваться, учиться. В этом году в Якутии в рамках программы социальной газификации планируется подключить к сетевому газу 1500 домовладений. Работа охватит как столицу, так и районы республики, обеспечив жителям возможность пользоваться современным и экологичным видом топлива. Наибольший объем подключений предусмотрен в Якутске, где доступ к сетевому газу получит порядка 900 домовладений. Более 80 домов планируется подключить в Мегино-Кангаласском и Горном районах. Еще около 60 домовладений будут газифицированы в Намском, Мирнинском, Ленском, Хангаласском и Чурапчинском районах, а также в Жатае. В Усть-Алданском районе в этом году по направлению Хомустах-Кептини-Кючей отремонтируют около 5 километров дороги. Сама дорога носит характер муниципального значения и соединяет несколько населенных пунктов. Общая протяженность ее составляет 18 километров, из которых к ремонту подлежит 8,5. Ремонт дороги начался благодаря победе на конкурсе Республиканского дорожного фонда. Данное дорожное полотно в последний раз, напомню, ремонтировали в 1988. Ну а сами работы должны завершить уже за 3 года. Эта дорога у нас, получается, стратегическая, соединяет 7 муниципальных образований, то есть сел, в котором половина нашего Алданы, населения, проезжает через эту дорогу. И благодаря этому ремонту считаем, что повысится качество жизни на селе. Лето – период, когда подростки с 14 лет могут поработать в разных сферах. В школьном лагере, библиотеке или даже курьером. Самые доступные и востребованные – это трудовые бригады по благоустройству. Рабочий день подростка по закону не должен превышать 4 часов. У ребят остается время и на отдых, и на любимые гаджеты. С начала месяца такая бригада из 9 подростков работает и при администрации поселка Уснера. Бригада волонтеров у нас убирает поселок Уснера, занимаются благоустройством. То есть ходят, убирают детские площадки, общедоступные места, это площади, места общего пользования, улицы. Ребята трудолюбивые, ответственные, подходят к работе серьезно, стараются на благо поселка, убирают тщательно. У многих это первый трудовой стаж, поэтому трудовая закалка начинается с нас.
В Алекминской школе искусств состоялась презентация книги, посвященная знаменитой землячке Зое Афанасьевне Корниловой. Издание включает в себя уникальные архивные фотографии и множество малоизвестных биографических фактов. Подробности далее. Считаю, что в сегодняшнее время быть матерью – это очень ответственно, это очень трудно, поскольку такая ситуация в стране. Но я считаю, что вообще-то в России все начинается, заканчивается женщиной. Голос из глубины лет, и как будто она не уходила. Зоя Афанасьевна Корнилова, дочь Кыллахской земли, женщина-политик. В книге, которую презентовали в Алекминске, рассказывается весь путь, пройденный этой женщиной. Сегодня для нас особенный день. Мы собрались здесь, чтобы увидеть, посмотреть книгу, посвященную нашей замечательной землячке Зое Афанасьевне Корниловой. Мы все понимаем, что книга – это не просто сборник фактов и событий. Это дань уважения человеку. Как раз в годовщине смерти, ухода из жизни Зои Афанасьевны мы презентацию проводили в городе Якутске 5 марта этого года. Очень много было участников. Земляки Зои Афанасьевны пришли на презентацию, чтобы выразить дань уважения славной землячке. Человек большого сердца, человек очень яркого ума. Зоя Афанасьевна оставила очень-очень большой яркий след в жизни не только района Якутии, России, в судьбе нашей страны она играла тоже очень большую роль, поэтому мы очень гордимся нашей Зоей Афанасьевной, гордимся, что она наша землячка. Я горжусь тем, что я была лично с ней знакома, лично с ней общалась, лично с ней мы говорили о многих вопросах, которые волнуют не только Алекминский район, но весь народ, наверное. Воспоминания. Ими делились от всего сердца, раскрывая все новые и новые грани сильной и яркой личности дочери Кыллаха. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. В селе Мандыгай Чурапчинского района состоялся второй республиканский форум работников системы доп. Образования «Профессиональные вызовы. Необходимые компетенции». Всего в нем приняли участие более 300 педагогов из разных организаций республики. В течение 2 дней прошли мастер-классы, дискуссии о внедрении современных технологий в воспитании и интеграции общего и доп. Образования. В рамках форума также прошел и конкурс профмастерства «Методист года» и «Профгид-2026», а также выставки декоративно-прикладного творчества. Сегодня, когда привычных подходов недостаточно по увеличению охвата детей, по вовлечению учащихся в дополнительное образование, по развитию учреждения, по использованию цифровых инструментов, становятся очень актуальны данные вопросы, и необходимо уже иметь новые подходы, новые ориентиры. На базе Амгинской школы искусств имени Анатолия Черемных прошла летняя творческая школа «Вдохновение» в рамках сетевого проекта «Хореография» при поддержке Малой академии наук и Целевого фонда будущих поколений. Творческая площадка проходила с 1 по 11 июня. В ней приняли участие преподаватели Якутской балетной школы имени Аксении и Натальи Пасельской. «Мама, папа, я» – военно-спортивная семья в Хангаласском районе прошел региональный этап всероссийской игры «Семейная зорница». В этом году проект впервые охватил Якутию. Прошлым летом состязания проходили лишь в нескольких пилотных регионах. За ходом игры следила и наш корреспондент Виолетта Засимова.
Всероссийская семейная зорница – аналог знаменитой военно-спортивной игры, но борются здесь не школьные классы, а семейные квартеты. Мама, папа и двое детей старше 11 лет. На региональный этап съехались 6 команд из Нерюнгринского, Намского, Татинского, Хангаласского районов и Якутска. До этого были проведены муниципальные этапы, тоже отборочные. Семьи очень подготовились к игре. И надеемся, что сегодня к нам приехали все очень дружные, сплоченные команды. Игра началась с маршрутной квест-игры, где семьям нужно было пройти около десятка испытаний. Например, на контрольной точке «Огневая подготовка» каждый член семьи стрелял по мишеням из 3 положений – стоя, сидя, лежа. При этом перед каждой сменой позиций нужно было присесть по 15 раз. Команда из Хангаласского улуса, семья Яковлевых, самой первой проходила все испытания. Организация Было очень хорошая, и очень хорошие судьи, они нас поддерживают, помогают, поддерживают, советуют, но, конечно, очень сложные, оказывается, этапы, а нам сказали, что это упрощенные этапы. Еще одно непростое испытание – первая помощь и эвакуация раненого. Здесь командам пришлось распределять роли. Пока двое перевязывали пострадавшего и тащили его в безопасную зону, другие двое прикрывали их с автоматами в руках. Семья Андрейченко из Нерюнгринского района тактику выбрала сразу. Отец и старший сын ушли в спасатели, а мама и младший сын обеспечили им надежный тыл. На самом деле тяжелее, чем кажется, потому что, да, вроде бы со стороны ты посмотришь, вроде бы, ну что тут пробежать, но добежать до ящика это одно, да, а вот это раненого тащить, это, конечно, ну, мы не пробовали, во-первых, этого делать, а тут тем более еще и по земле, ну, тяжеловато, да, хотя бы вроде бы оба физически здоровые. Также маршрутная квест-игра включала такие контрольные точки, как сборка и разборка автомата Калашникова, работа сапера, прием и передача сигналов, навесная переправа, артиллеризм, метание гранаты и другие. Сразу после квеста военно-тактическая игра «Лазертаг», где семьи разбили на дивизионы и лесной массив превратился в импровизированное поле боя. Финальным аккордом стал творческий конкурс. Семьи должны были собрать плавательное средство из подручных материалов. Но главное в игре, признаются участники, это не победа, а возможность проверить себя в стрессовой ситуации и почувствовать силу семейной поддержки. Для нас неудача – это не проблема какая-то, которая может ссоры или что-то такое. Наоборот, оно как бы сплочает нас. Мы понимаем, что это, конечно, сложно, но наша любовь и дружба, конечно, сильнее всего этого. По итогам всех испытаний победу одержала семья Петровых из Якутска. Именно они представят республику на всероссийском финале семейной зорницы. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. Это были все новости к этому часу. До встречи в дальнейших эфирах.